Доброе утро, республика! Начинаем новый рабочий день. Всем хорошего настроения. Надеюсь, вы в кругу семьи, ведь с вами самая семейная утренняя программа. Конечно, обсудим последние новости, найдем что-то интересное для каждого члена семьи. И сегодня с нами, тадам, Да. сюрприз. Руслан, что с тобой Паша. случилось? Нет, это я, Павел Танин и Вероника Тамтосова. Конечно, вдвоем сегодня будем дарить вам хорошее настроение, чтобы день прошел максимально плодотворно, чтобы все ваши цели на сегодня были достигнуты, а может быть и передостигнуты. Может, что-то из завтрашнего дня захватите, чтобы завтра меньше нужно было напрягаться, что называется. Вот сразу видно, человек любит свою работу. Слышите, любит свою работу. Я, конечно, тоже, но вот я бы пожелала, чтобы утро было добрым, ясным, красивым, а тут сразу цели, задачи, выполнения. Ну, мне кажется, ничто так не вдохновляет с утра, как предвкушение того, что ты можешь много чего сделать. Не обязательно конкретно прямо это с работой связано, но с какими-то личными достижениями тоже вполне возможно. Вот это мотивация. Начинаем. Да, и вот говоря про трудовые подвиги, как раз-таки, да, к нам попало супер такое мотивирующее видео из соцсетей, где вахтовые работники добираются на работу где-то на севере Якутии. Ну, потрясающе, конечно. Я бы не решилась вот так вот пойти в такую погоду на работу. Ты решился бы? Ну, я бы как бы примерно так каждый раз добираюсь. Шутка, да, кого я обманываю. Тем не менее, да, вот если мы вспомним все рассказы от наших дедушек, бабушек, как они в детстве ходили в школу, примерно вот с их рассказов так и выглядело, да, только там еще была непроглядная тайга, где-то на заднем фоне должен проходить медведь, а может и не один, и идти нужно километров 15. Ну, это, вот километров 15, кстати, таких историй много. Когда в маленьких поселениях не было школы, они, правда, ходили километров 15, думаешь, какая мотивация получить знания. То есть здесь ребенка будешь в школу, говоришь, вот 3 минуты, дойди, пожалуйста, а он выходит за 10 минут до рук и говорит, ну я же успеваю. Вот, а я как бы продолжая про именно 3 минуты идти, вот на своем опыте личного всегда в классе был человек, который живет ближе всех к школе и приходит всегда самый последний, при этом опаздывая. Ну, а прямо сейчас, чтобы знать, как вы будете добираться до работы, мы расскажем, какая же погода за окном. В центральных районах сегодня минус 40, минус 28, в Заречной группе 44, 28, ниже 0, в южных 35-19 градусов холода, в Вилюйской группе минус 25, минус 14, в Нижнеленских 34, 27, ниже 0. В западных 25-15 градусов мороза, в Колымо-Интигирской группе Улусов минус 39, минус 24 градуса. В Янских 39-29 градусов холода, на северо-западе минус 35, минус 24 мороза. В Якутске температура воздуха 39 градусов ниже 0, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем пасмурно, без осадков, ветер южный до 1 метра в секунду. Температура днем в Якутске, достаточно приятная, минус 29, минус 24 градуса. Ну, кстати, по якутским поверьям сегодня именно первый рог облака холода отламывается. Возможно, с этим и связано, вот это потепление, какая-то приятная погода, потому что, все-таки поверья, они тоже не из пальца, как говорится, высосаны, они всегда с чем-то связаны. Даже да, но это же годами складываются традиции, поэтому мы прямо сейчас заряжаемся, что сегодня будет потепление, ну и, конечно, спешим поделиться с вами последними новостями. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Государство поможет предпринимателям в Якутии. Речь идет об организациях, занимающихся оказанием услуг в образовательной сфере. Специально для них в Якутске прошел семинар при участии специалистов Министерства образования республики, в ходе которого предприниматели смогли обсудить интересующие их вопросы с экспертами. На повестке совещания было 2 вопроса: реализация общеобразовательных программ и проекта «Карта юного жителя Якутии». Среди прочего, участники семинара обсудили и то, как получить лицензию на оказание услуг и каким требованиям необходимо соответствовать для участия в том или ином проекте. Приняли участие около 30 индивидуальных предпринимателей. Это не первая наша с ним встреча. В рамках августовского совещания работников образования работала площадка реализации социального заказа в дополнительном образовании. Индивидуальные предприниматели изъявляли желание о проведении совещания на уровне Министерства образования. Тоже мы собирались, обсуждали вопросы.
В АМГУ с рабочим визитом прибыл главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. С ним встретился глава района Степан Кузьмин и главный врач Амгинской ЦРБ Михаил Архипов. В ходе встречи они обсудили вопросы сотрудничества по укреплению здоровья населения. Так, офтальмологическая клиническая больница совместно с центральными районными больницами республики проводит мероприятия по улучшению качества и доступности офтальмологической помощи. В рамках него по инициативе главных врачей были организованы централизованные выезды на оперативное лечение катаракты в офтальмологическую больницу. Мы ввели новый формат взаимоотношений. Вот последние 2 года он, в принципе, показал свою эффективность, когда наш врач выезжает сюда и вместе с врачом ЦРБ проводит диагностику заболеваний глаза, проводит расчет интраокулярной линзы, это хрусталик, который меняется людям во время операции по удалению катаракты. И пациенты, в зависимости от того, сколько их наберется, 20, 25, а порой и 50, выезжают на автобусе в город Якутск, и мы выделяем отдельный день. В данном случае 17 марта, 17-18 вот мы ожидаем приезд пациентов из Амгинского ВУСа. Круглогодичная зелень с вертикальных грядок в Якутске внедряет инновационные технологии тепличного хозяйства, позволяющие выращивать зелень круглый год. На Хатынь-Юрякском шоссе действует современная теплица площадью в 400 квадратных метров, где урожай получают с помощью вертикального метода выращивания. Такой подход позволяет значительно экономить на отоплении электроэнергии, а также получать больше продукции с меньшей площади. В теплице, оборудованной автоматическими системами контроля, сейчас выращивают 12 тысяч кустов салата, а общий объем собранной продукции уже превысил 100 тысяч штук. Кроме традиционной зелени, экспериментируют и с выращиванием редиса, ну а в планах строительство еще одной теплицы площадью уже в 1000 квадратных метров для выращивания огурцов. Вместо того, чтобы мы посадить на одной плоскости, мы их ставим уже по вертикали ввысь, поднимаемся. То есть мы здесь у нас в 400 квадратных метрах растет салаты, которые бы посадили на 2000 квадратных метрах. Соответственно, экономика по отоплению. Ну и освещение, которое мы ему создаем, так называемая досветка. Досветка у нас за счет светодиодных ламп. Да, здесь выбирается определенный спектр именно для таких растений. И уже как бы 18 часов в сутки освещаем. И создается эффект солнца, и за счет этого у нас наши растения растут. А мы не устаем повторять, что ничто так не бодрит с утра, как зарядка. И надеемся, вы с начала недели уже разучили комплекс упражнений от нашего фитнес-тренера Александры Хлебниковой. Ну а если нет, то спешите это сделать до конца этой недели. Поехали! Сегодня мы с вами немножечко будем активничать и добавим в наши тренировки небольшое кардио. Поехали! Дышим. Колено мягче. Спинка прямая. Еще. Слушаем темп. Улыбаемся. Готовимся к новому дню. 3, 2, 1. И переходим на захлесты. Поехали. Работаем с носочком, мягко, не отбивая стопу. Дышим. Хороший глубокий захлест до ягодицы. Увеличиваем пульс. 3, 2, 1. А теперь пойдем в выпрыгивание. Солнышко. Выдох, выдох. Еще. Продолжаем. Выдох, выдох. Еще. Не останавливаемся. Выдох, выдох. Ручки прямые, мягкое колено. Работаем с носка. Выдох, выдох. Еще. 3, 2, 1. Закончили. Ноги широко. Соединяем. Марш-марш. Выдох, 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 выдох. Вдох и выдох. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Марш-марш. 3, 2, 1.
ручки вместе, прыг, выдох, выдох, еще, выдох, 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 еще, выдох, 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 продолжаем, выдох, 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 еще, дышим, 3, 2, 1, стоп, марш, марш. Здесь у нас будет еще 2 повтора. 3, 2, 1, ручки вместе, прыг. Три, 2, 1, марш, марш. Дышим. Еще будет подход. 3, 2, 1, поехали. Выпрыг, прыг, прыг, прыг. Мягче, мягче. Еще, еще. Выдох, 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 выдох. 3, 2, 1, марш, марш. Дышим. Мы уже у финишной прямой. Еще. Крайний. Ручки вверх. Стоим. Ножки шире. Округлились. Закрылись. Выросли. Еще. Выдох. Еще. Выдох. Продолжаем. Выдох. Еще. Выдох. Вверх. Удержание. 3, 2, 1. Стороны. 3, 2, 1. Ручки вниз. 3, 2, 1. Сняли, закончили. Ну что ж, всем отличного дня. До встречи. Зарядка и спорт развивают нашу выносливость, помогают нам оставаться в тонусе, а вот чтобы развить умственные способности, особенно для школьников старшего звена, как вариант, можно участвовать в различных олимпиадах. Ну, городских или региональных, например. И вот как раз сейчас в Якутске проходит такая олимпиада, участвуя в которой дети получают дополнительные баллы при поступлении в вузы или вообще поступают без вступительных испытаний. Вот подробнее об этом расскажут наши сегодняшние гости. Это преподаватели Высшей школы экономики, организаторы Всероссийской олимпиады «Высшая проба» в Якутске. Это Владимир Чураков и Екатерина Давыдова. Доброе утро. Доброе утро. Дорогие телезрители, мы напоминаем, что у вас есть уникальная возможность нашим гостям тоже задать вопросы. В телеграм-канале мы оставили такой кружочек, да, где вы можете свои комментарии оставить, но мы начинаем беседу. Очень рада вас видеть. Спасибо, что пришли. Мы знаем, что в Якутске вы впервые. Как впечатление? Холодно, но при этом приятно. Это не холодно еще. Да, Это уже... кстати, вы попали в достаточно теплую погоду, Нам тоже как говорят. мы считаем. Ну, скорее расскажите, что это за Олимпиада, кто не сталкивался или давно не сталкивался с Олимпиадами, безумно, наверное, интересно. Ну, Олимпиада «Высшая проба» — это олимпиада для талантливых школьников. Они проходят сначала отборочный этап в онлайн-формате в ноябре месяце, а потом, соответственно, вот заключительный этап, который проводится в нескольких регионах Российской Федерации, в том числе в Якутии. Олимпиада славится действительно тем, что это, во-первых, льготы в университет, и в том числе поступление без вступительных испытаний, но и главное, что она предполагает прям важное, хорошее критическое мышление среди школьников, а не просто заучивание, как это иногда бывает в рамках каких-либо образовательных дисциплин и предметов. Получается, это достаточно такой углубленный курс, они должны знать, да? То есть, если особенность какая вот этого года и вообще этой Олимпиады? Должны быть разносторонние интересы. Дети должны дополнительно читать, интересоваться, дети должны планировать свое будущее. Это самое главное. Интеллектуальное состязание не такое простое. Олимпиада имеет многие профили, в Олимпиаде имеют первый уровень сложности. Поэтому задания достаточно сложные, ориентированные на общую эрудицию школьников. То есть, получается, Олимпиада не связана с узкопредметными направленностью, то есть это недостаточно знать только математику или экономику там, или право, а получается, она должна всесторонне подчеркнуть, что ребенок во всех областях имеет достаточно глубокие знания. Необходимы дополнительные знания в своей профессиональной области, в будущей. Все, понятно. А вот говоря раз мы говорим про профессиональную область будущую, да, то есть в какой-то степени присутствует, скажем так, профориентация, ну, может быть, по касательной, конечно, а с расчетом на какую-то, может быть, актуальность, востребованность каких-то профессий, корректируется ли программа Олимпиады от года в год?
Да, конечно. Во-первых, ежегодно обновляются там сами задания внутри Олимпиады, и перечень тем, которые спрашиваются. Ну и главное, появляются на самом деле и новые предметы. Вот, потому что из недавнего промышленное программирование, история искусств, такие дисциплины, которых не было, но которые вошли. Ну и, конечно, там весь классический набор типа информатики, типа права. Но я бы отметил в целом такую разнонаправленность, потому что от дизайна до, соответственно, инженерных наук и то, что даже выходит за рамки каких-то школьных вопросов, психология, философия и так далее. Что дает участие в Олимпиаде? То есть какие результаты потом может получить школьник? Он поступает без экзаменов. Что еще? Вузы устанавливают свои правила. Какие-то вузы разрешают, дают эту льготу поступать без экзаменов абсолютно. Но есть вузы, которые дают 100 баллов по предмету, профиль, который сдает обучающийся в рамках Олимпиады. То есть как бы или да? Ну, в любом случае бонус Это очень неплохой. здорово, да. А есть какая-то статистика, увеличилось ли количество желающих после того, как ввелась такая система, и из года в год как оно меняется? Я точно знаю, что из года в год количество зарегистрировавшихся и участвующих в Олимпиаде растет. Это даже на примере Якутска видно. В прошлом году было чуть меньше, в этом году чуть больше. Ну и, в принципе, да, такую популярность, наверное, некоторые это приобретает. Я так понимаю, что мы очень говорим часто упоминаем возможность поступления, опять же, без вступительных экзаменов или как дополнительные баллы. То есть, по большей части, если возьмем возрастное средство, это все-таки для старшеклассников Олимпиада. Или же нет? С 7 класса она 7 проводится, класса да. уже, да. Просто чем старше, тем больше льгот, собственно. Если вы в 11 классе выиграете, то, пожалуйста, можете к нам поступать без вступительных испытаний. А раньше, скорее, некоторая тренировка и плюс возможность не проходить вот этот отборочный этап, о котором я сказал, а сразу попасть на заключительный. Сколько абитуриентов и студентов из Якутии учатся сейчас у вас? Высшая школа, достаточно такой серьезный вуз. Мы точно цифру не назовем. Большой университет, много факультетов, но точно народ учится, потому что вот у меня лично на 4-м курсе есть студент из Якутии, который учился в Саха-корейской школе, и вот сейчас на 4-м курсе факультета права успешно завершает свое обучение. Как вы оцените детей, которые достигли такого уровня, чтобы участвовать в Олимпиадах и более того побеждать? То есть какими знаниями, какими, может быть, способностями, даже чертами характера они обладают? Вы же потом их наблюдаете в университете? Если говорить о Якутии, то для меня очень удивительно, что дети принимают участие в разных профилях. Один и тот же ребенок приходит на профиль по промышленному программированию, и затем приходит еще на какой-то профиль, на какой-то предмет. Это уже говорит о том, что они упорно идут к своей цели. Эти же качества очень важны при обучении в высшей школе экономики, потому что обучаться в университете непросто. Очень важно быть дисциплинированным и понимать, для чего ты тратишь такой большой ресурс сейчас, обучаясь в университете. Я бы вот еще добавил, говоря про разные профили, что еще и многогранные, получается, у нас выпускники школ, будущие студенты. А вообще, вот, да, говоря про поступление и так далее, понятно, Олимпиада 7 класса проводится, ну, сегодня, наверное, и дети раньше задумываются о том, кем хотят стать, да, после, ну, на что хотят они обучиться, какую специальность получить. Тем не менее, какие бы вы советы дали родителям выпускников этого года и самим, собственно, выпускникам, особенно тем, которые, может быть, еще не определились все-таки, с чем жизнь связать, попытаться? Ну, во-первых, пробовать участвовать в максимальном количестве состязаний, которые доступны. На самом деле, начинать как можно раньше, при этом развивать свой кругозор, читать и помнить, что часто состязания выигрываются не потому, что ты успел все выучить из перечня тем, которые мы опубликовали, а просто потому, что есть понимание того, что в этом мире происходит, как это анализировать, как критически к этому относиться и как, соответственно, писать в рамках этого ответы на задания. Ну и главное, конечно, верить в себя, пытаться получить удовольствие от этой жизни и уповать в том числе и на случайность, потому что часто в юном возрасте происходит не то, с чем потом связывается вся жизнь, поэтому ничего страшного, даже если кто-то не поступает, не произойдет, поэтому надо верить в себя и идти дальше. Екатерина, что добавите вы? Родителям необходимо поддерживать своих детей. Это очень важно, потому что дети волнуются, и от того, какую поддержку они получают дома, во многом зависит успех их на Олимпиаде.
Спасибо большое, что пришли. Огромное спасибо за вашу работу. Это очень интересно. Я думаю, что это шанс для многих и детей, ну и успехов нашим всем участникам в Олимпиаде. Спасибо. Ну, а от правильного выбора будущей профессии зависит не только судьба конкретного выпускника, но и будущее страны тоже. В России предлагают привлекать женщин в мужские, так сказать, профессии для борьбы с дефицитом кадров. Экономисты уверены, если сделать смены короче, а график более гибким, то на тяжелую работу смогут пойти и студентки, и пенсионерки. В соцсетях уже обсуждают эту инициативу. Кто-то считает, что о женщинах нужно заботиться, а не в шахты отправлять, а некоторые не видят в этом ничего страшного и вполне нормально, если женщина будет работать в мужских профессиях. Мы в телеграм-канале провели опрос, и вот наши посетители телеграм-канала разделились. Но не глобально, но некоторые считают, что большинство считает, что женщинам в мужских профессиях делать нечего, а такая часть, наверное, уверена, что это женская половина в том числе, считает, что вполне можно осваивать мужские профессии. Ты как думаешь? Как я думаю, ну, на самом деле я не сторонник вот этого, что нечего делать женщинам в мужских профессиях, но я всегда ратую за то, чтобы эта профессия, она не внесла вред здоровью, потому что женское здоровье, оно отличается от мужского, ну, в разных абсолютно категориях, в том числе и выносливости физической. Поэтому главное, чтобы это не вредило здоровью. Ну, мне кажется, главное, чтобы, во-первых, эта профессия нравилась, в первую очередь. Ну, во-вторых, она была правда по силу, потому что освоить-то можно на уровне освоения любую профессию, а вот уже на практике это гораздо сложнее. А вот героиня нашего следующего сюжета, жительница Алданского Валентина Сорокина освоила профессию, прошу прощения, Алдана Валентина Сорокина освоила профессию горного электромеханика, что сподвигло ее на получение второго образования, да еще и не совсем женского. Она поделилась с нашими корреспондентами. Да, помимо этого, Валентина Афанасьевна ведет кружок, работающий в стенах Алданского политехникума. В кружке юные слушатели знакомятся с культурой разных национальностей, а также изучают основы языка народа саха. Учитель учится всю жизнь, убеждена заведующая воспитательным отделом Алданского политехникума преподаватель якутского языка Валентина Сорокина. Педагогике она отдала без малого 40 лет, 15 из которых работает в кузнице кадров. Сейчас Валентина Афанасьевна курирует группу будущих сварщиков. Уже летом студенты получат дипломы, а пока проходят практику. Со своими ребятами куратор свободно разговаривает на темы, непосредственно касающиеся их будущей профессии. Придя в политехникум, Валентина Афанасьевна, почти четверть века учившая школьников начальных классов, вновь стала студенткой. Сначала начала работать здесь, и у меня была группа ТОР, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. А потом я хотела работать на горной электромеханике, поэтому я училась в техникуме, заочное отделение, и закончила тоже специальность заочного отделения по техническому обслуживанию оборудования электромеханических машин. Когда я уже взяла группу горная электромеханика, ГЭМ-группа, и я уже была в курсе, как они обучаются, что они проходят, какие предметы. На некоторые предметы мы даже вместе обсуждали. Профессию Валентина Афанасьевна освоила скорее с целью собственного профессионального роста. И хотя спецдисциплины она не преподает, полученные знания стали весьма полезными, как в работе со студентами, так и в быту. В свою очередь, через руки Валентины Афанасьевны проходят все обучающиеся. Первокурсники знакомятся с основами якутского языка и с национальной культурой в рамках учебной программы. В процессе обучения многим ребятам становится интересно глубже познавать устные и письменные лингвистические традиции народа саха. Все слова, которые встречаются в нашем Алданском районе, вы всегда говорите. Например, говорите слово «алтан». «Алтан» — это металл. «Коту». «Коту» — это север. У нас даже был магазин «Север-Коту». «Эрген». Вы заходите и говорите, вот здесь находится Эргеневское общежитие. «Эрген» — это торговля, обмен. «Ортосала» мимо проходите и говорите «Ортосала» — это среднее течение. Сохранение родного языка лежит в основе защиты культурной самобытности отдельно взятого народа. Эти учебные и художественные издания, методические пособия и игры предназначены для кабинета якутского языка и литературы, который скоро будет оснащен в Алданском политехникуме. В рамках государственной программы по сохранению и развитию государственных и официальных языков комплект поступил в кузницу кадров в декабре. На августовском совещании я сказала, что у нас одна из проблем, и на съезде мы говорили, что у нас
области хватает, нет кабинета якутского языка и литературы. Вот поэтому на Августовском совещании после выступления нашим техникуму и некоторым учебным заведениям города Якутска выделили учебную литературу для кабинета якутского языка и литературы. Алданский район стал общим домом для представителей десятков этносов. В работе с молодежью преподаватели политехникума ставят акцент на формировании культуры межнациональных отношений. В рамках внеурочной работы Валентина Афанасьевна ведет кружок «В семье единой», где юные слушатели изучают историю и культуру разных народов. Этот кружок является колыбелью известного в районе студенческого ансамбля хомусистов. Сначала была идея создать кружок просто хомусистов. И когда мы создали кружок хомусистов, мы активно принимали участие здесь в районе, все знали, и в республике про нас знали. Да? И туда тоже пришли студенты из других регионов, из других национальностей. И потом мы начали организовывать кружок «В семье единой», где мы будем не только играть на национальных играх, но мы будем и петь вместе все, и дефиле показывать, костюмы разных народностей. Разноплановую работу по сохранению культурно-исторического наследия Валентина Афанасьевна ведет не только среди студентов. Она является активным членом районной ассамблеи коренных народов Якутии. Так, благодаря стараниям якутской общины Саха-Аймах, жители района могут прикоснуться к традициям, стать участниками национальных обрядов и погрузиться в духовно-нравственное богатство народа Саха. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А вот профессия героя нашего следующего сюжета, мужская или женская? Доктор физико-математических наук из Новосибирска Владимир Анискин в свободное от работы время пишет репродукции шедевров мировой живописи. В миниатюре о необычном увлечении расскажут наши коллеги. Художник Владимир Анискин наносит на бумагу тонкие линии, глядя в микроскоп. Очень сложно было подобрать цвет. Почему? Потому что вот на микроуровне цвета, как я уже сказал, слой тоненький, да, и когда ты смешиваешь, получаешь макроцвет. Он вроде бы подходит, да, а когда начинаешь его наносить тонким слоем, то цвет совершенно другой. На создание крошечной копии дамы с горностаем Леонардо да Винчи у мастера ушло 2,5 месяца. Картина выполнена масляными красками и кистью из одного волоска. Рама для полотна собрана из 26 маленьких золотых деталей. По словам Анискина, он планирует написать целую серию миниатюрных репродукций известных полотен. Я давно хотел создать целую галерею микрокопий произведений. И выбирал, естественно, знаменитые картины знаменитых художников. И вот Джоконда, дама с горностаем, Мадонна Лита, девушка с жемчужной сережкой. Это все, что лежит вот на поверхности. Необычным творчеством Владимир Анискин увлекается с 1998 года. Созданная им копия монеты «Сеятель» в 2019 году включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая в мире денежная миниатюра. Ее размер составил всего 3,13 миллиметра. В числе его работ подкованная блоха, верблюды в игольном ушке, самая маленькая книга в мире и другие. Но если вы уже давно раздумываете над тем, чему еще можно посвятить свое время, новой работе или хобби, например, то сегодняшний день отлично подойдет поставить точку в этих думаниях. Сегодня, 12 февраля, отмечают народный и неофициальный праздник – День прокладывания тропинок. Может показаться, что праздник связан с туризмом, а именно с новыми туристическими маршрутами или лесными тропинками, но посвящен он не столько протаптыванию тропинок, сколько поиску новых направлений, что свойственно тем, в ком жив дух первооткрывателя. Да, и это не всегда, как говорится, про дорожки в лесу или вдоль водопада, где еще не ступала нога человека. В честь праздника можно как проторить тропу, так и открыть новые направления деятельности, проложить путь к цели и найти, например, путь к чему-либо сердцу. Почему нет? Так что, если вы давно раздумываете над новыми видами деятельности или о том, как ступить на путь очередного успеха, этот день идеально подходит для вас. А мы далее узнаем о памятных событиях сегодняшнего дня. На календаре 12 февраля. Сегодня отмечают День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Международный день брачных агентств.
По народному календарю Трехсвятие – Васильев день. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер, а ветер, в свою очередь, обещает сырой год. Этот день в истории. В 1864 году, 12 февраля, открыт Московский зоопарк. В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. В 1947 году в этот день в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит. В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. В 1961 году, 12 февраля, состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции Венера-1. В этот день родились Чарльз Дарвин, английский натуралист, автор современной теории эволюции; Алексей Бахрушин, русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея; Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель; Анна Павлова, русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века; Василий Чуйков, советский военачальник, герой Сталинградской битвы, маршал Советского Союза; Светлана Безродная, советская и российская скрипачка, дирижер, педагог, народная артистка России. Именины отмечают Василий, Владимир, Григорий, Федор, Петр, Иван, Пелагея, Степан, Максим. Еще одна дата в календаре, правда, неофициальная. Это День обещаний. Скажи, ты даешь обещания? Я думаю, каждый человек дает. Как минимум, самое распространенное, что с понедельника в спортзал, бегать, что-то там, бросить какие-то дурные привычки. Это классика. Хорошо, тогда вопрос. А ты их выполняешь? А кто-нибудь выполняет обещание с понедельника бросить что-то, начать бегать, ходить в тренажерный зал? Ну, на самом деле, я вот не даю обещаний, если я не могу их исполнить. То есть, если я даже себе даю обещания, я стараюсь это исполнять. Поэтому, да, особенно, ну, хорошо, себе это еще может быть как-то можно лояльно подвинуться, а вот детям 100%. Ну, вообще правильный подход, да, не обещать того, чего ты априори не можешь сделать, понимаешь, что это будет очень трудно и почти невыполнимо. Тогда и взаимоотношения с человеком не порушатся, и совсем себя там в стресс загонять не придется. Особенно если вы очень ответственный и совестливый человек, то это может... Да, согласна. Да, быть не очень. Ну, а теперь посмотрим, что по этому поводу думают жители Якутска. Тебе приходилось когда-нибудь давать себе обещание, и удавалось ли его сдержать? Да, конечно. Удавалось держать обещания. Ну, например, какое? Ну, например, я точно сдам устное собеседование 12 февраля у нас будет, 9 класс. Хотелось переехать. В Якутск переехал. Обещание себе сдержала. В процессе исполнения. У меня сбылось. Сбылось? А что если не секрет? Ну, нельзя рассказывать. Я обещала себе стать отличницей, и в 10 классе я стала. Да, у меня тоже сбылось много обещаний, которые я себе пожелала на этот год, и все действительно исполнилось так, как я и хотела. Удалось, конечно. Легко. Легко. Ну, конечно, порой бывает все-таки, да, что обещания мы не можем выполнить из-за независящих от нас обстоятельств. Если вы кому-то что-то пообещали, в таком случае лучше прямо рассказать тому, кому вы пообещали, что послужило, да, причиной. И как минимум это будет правильно, честно. Если человек понимающий, то как бы он спокойно к этому отнесется. А вот есть обещания, которые при любых обстоятельствах не стоит нарушать. Это обещание, данное самому себе, заботиться о своем здоровье. Об одной из угроз, которые могут подстерегать ваш организм, узнаем из рубрики «Мой доктор». Доброе утро. Инфаркт миокарда – это серьезное, нередко смертельное заболевание, в основе которого лежит гибель части сердечной мышцы миокарда из-за прекращения кровотока по артерии сердца. В результате нарушается работа сердечной мышцы, что препятствует нормальному кровообращению и может привести к шоковому состоянию, опасно развитием аритмий, разрывом стенок сердца. Мы сегодня разберем, почему развивается инфаркт. Самая распространенная причина инфаркта миокарда – это атеросклероз коронарных артерий. Так называются сосуды, питающие ткани сердца. Под действием множества различных факторов в стенке артерии откладываются депозиты, содержащие холестерин. Постепенно бляшка растет, сужая просвет сосуда, и под действием высокого артериального давления, сильного стресса или других повреждающих факторов стенка может надорваться, и в этом месте очень быстро формируется тромб, который как пробка приводит к закупорке артерии и прекращению тока крови в ней.
От инфаркта, к сожалению, никто не застрахован. Тем не менее, есть факторы, которые увеличивают риск его возникновения. Это артериальная гипертензия, отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, возраст, мужчины чаще болеют мужской пол, сахарный диабет, избыточная масса тела, ожирение, повышение уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности, диета, богатая насыщенными жирными кислотами и трансжирами, табакокурение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни. Наиболее характерный признак инфаркта – это давящая, жгучая, сжимающая или разрывающая боль, которую обычно ощущает в середине или левой половине грудной клетки. Достаточно характерно чувство плиты, лежащей на груди. Нередко боль может отдавать в спину, в левую руку или обе руки, в челюсть, в шею. Боль также может носить нетипичный характер и имитировать боли в желудке. Если у вас или у кого-то из окружающих появился хоть один из этих указанных симптомов, нужно как можно скорее вызывать скорую помощь. Промедление в этой ситуации недопустимо. Будьте здоровы! Мы, конечно, желаем здоровья всем нашим зрителям. Хорошо, когда все вокруг здоровы, в том числе и наши питомцы. Вот говоря про животных, маленькая тигрица Волка, недавно начавшая лечение в хосписе в Ленинградской области «Дом тигра», уже идет на поправку и с удовольствием гуляет на свежем воздухе. На кадрах, снятых на днях, малышка осторожно передвигается по вольеру и с любопытством смотрит в камеру. В Дом тигра Волга поступила из Нижегородского зоопарка «Мадагаскар» в январе, куда ее отдали прежние владельцы. Ветеринары диагностировали у нее гипопаратиреоз, заболевание, приводящее к дефициту кальция, и 11 переломов конечностей, которым могло способствовать несбалансированное питание. Специалисты решили восстановить кости тигрицы терапевтическими методами, без операции. По предварительным прогнозам, через несколько месяцев лечения Волга снова станет такой же мощной и энергичной, как ее великая тезка Российская река. Вот. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о прочих новостях, произошедших вот буквально недавно. Узнаем сводку новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях республики, страны и мира. Большегрузы начнут штрафовать с марта за перевес на дорогах нам и у нас в Якутии. Автоматические системы контроля, установленные в тестовом режиме, запустят в промышленную эксплуатацию. За время тестовой работы они, напомню, зафиксировали более 9 тысяч нарушителей перевозки тяжеловесных грузов. Автоматика способна не только взвешивать и определять размеры транспортного средства, но и вести фото-видеофиксацию нарушений ПДД. Новые тарифы для туристов вводит с февраля национальный парк Ленские столбы. Посещение туристско-рекреационных зон составит 300 рублей с человека, а размер платы за экскурсию по обустроенной экологической тропе в местности Лабыда – 400 рублей. Общая сумма в 700 рублей будет действовать для туристов без льгот. Официальное открытие зимнего туристического сезона в нацпарке, к слову, запланировано уже на 1 марта. Туристов ожидает новая экотропа, кроме того, увеличена и площадь Подсветский скал. Также установлены ледовые скульптуры и горки, оборудован каток. Ученых и предпринимателей вновь объединила этнографическая школа «Пищевая культура холода». Лекции представителям туристической отрасли и бизнес-сообщества провели кандидаты и доктора наук. Выступающие рассказали о традициях пищевой культуры, дали практические рекомендации по развитию этнокультурного гастрономического туризма. Достижения научной мысли предприниматели могут использовать для продвижения бренда национальной якутской кухни. Пищевая культура народа Саха, она сезонная. И вот поэтому в этом раз решили посвятить тему нашей школы именно пищевой культуре холода. Вот мы сегодня здесь все собрались для того, чтобы мы могли не только рассказать, поделиться своими знаниями, но постараться найти общую платформу для того, чтобы развивать гастрономическую идентичность и народа Саха, и вообще в целом разработать концепцию арктического питания.
В Айхале удачно приступили к спортивному этапу конкурса «А ну-ка, девушки». В Айхале собрались 10 красавиц, в удачном 3. Участницы прошли через 11 напряженных испытаний за 60 минут, демонстрируя силу воли и выносливость. Девушки отжимались, приседали, прыгали на скакалке и поднимали гири. Поддержка болельщиков была такой мощной, что казалось, они готовы и сами поднять тяжести. Все конкурсантки успешно завершили первый тур и теперь готовятся к следующему этапу. Теперь им предстоит продемонстрировать творческие таланты и знания в области алмазодобычи. Вновь гостеприимный Якутск встречает творческую молодежь нашей республики. В промышленном техникуме имени Тараса Десяткина стартовал первый день соревнований в рамках чемпионата компетенций «Молодые профессионалы». Участие в нем принимают студенты из 5 организаций СПО, в их числе Намский и Сунтарский колледжи. Юные профессионалы будут состязаться на протяжении 3 дней. Для них это не только возможность накопить опыта по профилю своего дела, но и познакомиться с коллегами из своей сферы деятельности. Сначала у нас были отборочные в техникуме. Каждый год мы набираем 25 студентов, и из них, кто отличается по огранке алмазов, делаем отборочные соревнования профессионального мастерства. И потом лучших 5 они соревнуются в региональном конкурсе. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Доброе утро! Это самая утренняя и домашняя программа «Утро Якутии». Мы рады, что вы смотрите нас, и мы продолжаем знакомить вас с самыми актуальными и полезными новостями. В России запретят ввозить вейпы. Депутаты разработали пакет законопроектов, направленных на запрет производства и импорта в Россию вейпов и иной никотиносодержащей продукции. Как объяснял ранее председатель, как поясняли в Госдуме, ранее принятые меры направлены на ограничение продажи вейпов и жидкостей к ним несовершеннолетним, оказались недостаточно эффективными для защиты детей. О том, чем вредны эти курительные смеси, как быстро происходит привыкание к нам, а главное, как избавиться от пагубной привычки, если она уже возникла, поговорим с врачом, наркологом Якутского республиканского наркодиспансера Романом Казыкиным. Роман, доброе утро. Здрасте. Ну, чем так взбаламутились все? Чем так опасны вейпы, электронные сигареты, да, для здоровья? Потому что когда-то они появились как альтернатива никотинопотреблению, да, возможно, даже путь к отказу от него. В итоге теперь мы с этим всем боремся. Так, чем вреден? Начнем с этого. Самая основная причина вредности, так скажем, вейпов, да, это основной компонент. То есть ради чего вообще начинают курить вейпы? Там содержится никотин. Никотин – это вещество, так называемый аддиктоген, то есть вещество, которое вызывает зависимость. В этом основная, так скажем, проблема данных приборов, устройств. Также для создания пара туда входят такие компоненты, как пропиленгликоль, глицерин, которые в совокупности, между ними происходят химические реакции, в этом самом вейпе, они могут образовывать такое вещество, как формальдегид. Это вещество является уже канцерогеном, то есть оно может вызывать раковые опухоли. Ну и также в состав этих электронных систем входят различные ароматизаторы, которые тоже могут вызывать те же самые аллергические реакции. При этом могут повреждаться внутренние стенки бронхов, альвеол, составные части, так скажем, легких. Ну и, соответственно, да, вред присутствует. А какова, на ваш взгляд, сейчас распространенность данной пагубной привычки у нас, да, и часто ли к вам обращаются за помощью те, кто хотел бы бросить ее? Так, распространенность, по данным Росстата от 2023 года, от общего числа курильщиков вейперы составляли 17,5%. И то, мне кажется, что эта цифра немножко занижена, потому что вейперы, их довольно сложно в то же самое время заметить, и в то же самое время их очень много. То есть, допустим, когда мы заходим в помещение, где накурено сигаретами, мы сразу понимаем, это кто тут? Да, сразу такой вопрос возникает. А когда заходим в помещение, пахнет, грубо говоря, вишней какой-нибудь. Что такое? Не сразу можно понять. Запах же все равно очень специфический на самом деле. Да, сейчас, мне кажется, стали отличать, тем более, что это стало большой проблемой для образовательных учреждений. Да, это такое есть. Если про помещение часто посещаемое, все равно можно перепутать с какими-нибудь условно диффузорами, да, ароматизаторами. Да, согласна. Свечки.
Ароматический. Свечки, опять же. А зависимость ли сама отличается? Потому что все это подпадает, да, никотин, содержащая продукция, никотиновая зависимость. Как будто бы одно и то же. Но вот есть ли разница по зависимости у электронных сигарет, да, вейпов и обычных сигарет? Может быть, одна из них сильнее? Вообще разница, конечно, имеется. Это, ну, с одной стороны, это, конечно, в какой-то степени одно и то же, потому что вот вещество, вызывающее зависимость, оно одно и то же, да. Вот. Но есть разница, конечно. Если говорить про обычные сигареты, то они эффект, так скажем, долгосрочной перспективы употребления обычных сигарет, они известны. То есть есть люди, которые курили всю жизнь и потом умерли от рака. Это известно, да. Но у нас на данный момент нет данных о людях, которые курили всю жизнь вейп, вот, и потом от чего-то умерли. То есть, грубо говоря, вейпы, они появились только в начале десятых годов, вот прям распространились так хорошо. То есть, ну, по большей части прошло, ну, 15 лет, это ничто для того, чтобы как-то хорошенько изучить этот вопрос, вот, о долгосрочных. Да, методы борьбы вот с теми, кто склонен именно к вейпам или к электронным сигаретам, они отличаются от методов борьбы с, ну, получается, с обычными сигаретами? Ну, в какой-то степени да, потому что если говорить о тех, кто употребляет вот эти вот электронные системы, да, это в основном, как правило, люди, либо те, которые, да, пытаются бросить курить, вот, и они считают, что они уже как бы бросают, да, когда они, ну, на самом деле, они просто одно заменяют другим, вот, и есть такая терапия, называется никотин-заместительная терапия, вот, и она очень хорошо может помогать людям, которые от обычных сигарет зависят, вот. При этом вейпы не относятся к никотин-заместительной терапии ни в коем случае, вот. А что касаемо зависимости от вейпов, здесь скорее больше психотерапия идет, вот, потому что и чаще подростки, конечно, вейпами увлекаются, а чтобы вот эту никотин-заместительную терапию проводить, опять же, нужно, чтобы человеку исполнилось, ну, хотя бы 18 лет, по большей части, рекомендовано так. Ну а как думаете, вот если примут, да, закон о запрете ввоза вейпов в страну, как-то это повлияет на вопрос отказа от курения, ну, в массовом, да, этом понимании, или же просто люди за счет того, что, да, там, в какой-то степени вейп там приятнее, чем обычные сигареты, но как бы никотин везде содержится, и как бы с вейпа люди идут обратно к сигаретам, массово причем. Не может такого случиться? Ну, тут вопрос, конечно, такой интересный, потому что время, я думаю, покажет, к чему это приведет. Но ясно то, что проблема есть, да, и то, что ее нужно решать, это тоже ясно. Ну и хорошо, что она как-то решается. Вот. Я думаю, так. А можно ли самостоятельно отказаться от пагубной привычки и бросить курить? Не дожидаясь никаких запретов. Да, не дожидаясь запретов, и вейпы, и электронные сигареты, и обычные. Самое основное, вот, что в лечении любой зависимости, что требуется, иначе вот вообще ничего не выйдет, это то, чтобы у человека у самого было желание бросить свою пагубную привычку. Если желания не будет, многие люди просто под давлением близких, родственников приходят и говорят, вот я хочу вылечиться. На самом деле нет, он не хочет. Вот. А вот если человек сам имеет желание, да, то тогда проблем будет меньше с тем, чтобы бросить. Даже любую пагубную привычку можно бросить, если есть желание. Вот. А что вы посоветуете нашим зрителям? Да, вот самый главный вопрос. Вот что бы ты посоветовал? Как сделать так, чтобы желание появилось? Да. Зачем с этого, да, если... Так, ну, тут для каждого, наверное, свое какое-то, какая-то своя мотивация. Ну, например, некоторые люди, они курят до 60 лет, потом им выставляют хроническую обструктивную болезнь легких, им выставляют гипертоническую болезнь, инфаркт миокарда они переживают. И им доктор строго-настрого говорит, будешь курить, вот это вот все с тобой повторится, и умрешь. Уже не выживешь. И умрешь, да. И человек такой, господи, так я ж умру. И вот это вот отличная мотивация. Ну вот, грубо говоря, по вашей практике, да, из тех, кто обращается в наркодиспансер с просьбой, там, хочу бросить курить, самая распространенная причина именно вот здоровье все-таки или нет? Ну, как правило, это действительно здоровье, потому что, допустим, есть женщины курящие, очень много таких, которые, допустим, у них начинается беременность, и они понимают, что они могут нанести вред своему будущему ребенку. Соответственно, они, конечно, имеют огромное желание. Вот, чтобы бросить. В общем, главное — это мотивация. Главное — мотивация и желание. Роман, спасибо вам. Спасибо за подробный рассказ. Мы уверены, что это повлияет на какую-то мотивацию других, чтобы бросить курить.
Ну а вообще, возможно, что слово «вейп», ставшее некогда популярным и даже признано словом года в 2014 году, скоро уйдет из нашего лексикона за ненадобностью ввиду последних этих событий. Сложно ли овладеть вообще, кстати, неродным языком? Вот как думаешь, мне кажется, вообще за какое время это возможно сделать? Ну, об этом мы завтра, в день родного языка и письменности, поговорим с очень интересным гостем, полиглотом Дмитрием Петровым. А сегодня в рубрике «Изучаем язык» продолжим узнавать новые слова на якутском языке. Сегодня мы с Аней выучим названия некоторых животных. Аня, скажи, пожалуйста, какие животные тебе нравятся? Кошки. Еще? Собаки. Отлично. Это наши самые верные друзья. Согласна? Да. На якутском языке собака звучит как «ит». Можешь повторить? «Ит». Еще раз? «Ит». Кошка на якутском языке будет «коска». Коска. Теперь познакомимся с некоторыми дикими животными. Ты знаешь диких животных? Да. Например? Медведь. Еще? Волк. Так. Лиса. Обычно они у нас персонажи народных русских сказок. Согласна? Медведь на якутском – это эхе. Повторяй, пожалуйста. Эхе. А волк – это бөрö. Бөрö. Молодец. Заяц – это кобах. Кобах. Теперь нам надо повторить эти слова, чтобы запомнить. Начнем с самого простого. Кто это? Ит. Собака. Молодец. А это кто у нас? Коска. А это у нас? Эхе. Молодец. Думаю, на сегодня достаточно. Ты уже знаешь больше слов на якутском языке. Мы выучили названия некоторых животных. А на следующем занятии мы пройдем цвета. Кёрсёхадери. Кёрсёхадери. Ну, а якутский язык и литература многогранны и интересны, а произведения якутских писателей пронизаны любовью к родной земле и величием красоты якутской природы, повествующей о преданности своему делу, взаимоуважении, мире и согласии. И сегодня рубрика «История в кадрах» расскажет о творчестве братьев Семена и Сафрона Даниловых, как о ярком явлении в истории якутской литературы. Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. С именами братьев Даниловых связан расцвет якутской литературы, ее золотой век. Народные писатели Семен и Сафрон Даниловы оказали огромное влияние на формирование самосознания многих поколений якутян. Их книги издаются на многих языках мира и достойно представляют в своем творчестве якутский народ. Братья Семен и Сафрон Даниловы родились в Мытахском наследии горного улуса Якутской области. Помимо творчества, братья занимались общественной деятельностью и переводами на родной язык произведения русских классиков. На этих кадрах Восточно-Сибирской студии кинохроники 1977 года мы видим Семена Петровича, отдыхающим на даче в окружении близких и занимающимся творчеством. В своих произведениях Семен Данилов описывал о том, как живут люди на далеком севере, о нелегком труде северян в суровом крае, о дружбе народов, о родной природе и снискал славу как поэт, воспевший жизнь. Его произведения много печатали на страницах журналов «Дружба народов», «Сибирские огни», «Наш современник». А на этих кадрах 1983 год. В городе Нерюнгри проходят Дни культуры и литературы Якутии. Сафрон Данилов выступает перед жителями города Нерюнгри. Он был одним из лучших прозаиков Якутии, непревзойденным публицистом, автором интересных и злободневных очерков. Вспомним романы
пока бьется сердце, человек живет один раз, не улетайте, лебедь. В них Сафрон Данилов раскрывает образы героев при помощи внутренних и открытых монологов. В 1993 году состоялся в Якутске Конгресс народа Саха, где основное выступление было доверено Сафрону Петровичу Данилову. Это было взволнованное, пронизанное сердечной болью слово Аксакала. Это был душевный призыв, обращенный к родному народу. Как признавался во время своего выступления Сафрон Данилов, эти мысли он выстрадал десятилетиями. Мысли, наполненные тревогой за судьбу земляков. Благодаря деятельности Семена и Сафрона Даниловых якутская литература вышла на всесоюзный уровень. Ныне народы нашей республики заслуженно гордятся замечательными писателями Якутии, братьями Семеном и Сафроном Даниловыми, творческая судьба которых поистине является феноменом в литературе народов России. Это была рубрика «История в кадрах», ее золотые страницы якутской литературы. «38 секунд». Почему вот именно цифра 38? Потому что именно столько времени у нас, дорогие друзья, остается на то, чтобы сказать вам спасибо, пожелать вам отличного дня, настроения и напомнить, что завтра вновь «Утро Якутии» будет с вами и помогать вам встречать завтрашний день. Ну и, конечно, Паша почти их съел, поэтому остается пожелать вам, чтобы день был непременно удачным. Начинайте каждое утро с нашей семейной замечательной программы. Не забывайте, что все интересное дублируем в телеграм-канал, ну, в ВК, поэтому всегда с вами на связи. Переходите по QR-коду и задавайте свои самые интересные вопросы, а мы обязательно на них ответим. До новых встреч! До встречи. Хорошего дня!